Добрый день, это телеканал Якутия-24. Новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Сводка по COVID-19. Сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки по республике. Неделя качества. Якутский центр стандартизации и метрологии проверил работу оборудования на станции техосмотра автомобилей. Богатство местной продукции. В Якутске проходит традиционная ярмарка ИДГ-2020. Прямое подключение с места событий. За сутки по республике выявили 219 случаев COVID-19, из них в Якутске 120 случаев, в Алданском, Верхоянском, Вилюйском районах по 7 случаев, Мегино-Кангаласский район 6, Анабарский, Кобяйский районы по 5 случаев. Во многих других районах от 1 до 4 случаев заражения за сутки. Лаборатории республики за последний день провели 7213 исследований на коронавирусную инфекцию. Прошло 20 лет со дня первой операции в Якутии на открытом сердце. Это было в ноябре 2000 года, когда якутский кардиохирург Петр Захаров вместе с бригадой военно-медицинской академии Петербурга впервые провели операцию на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. Постепенно ускорили темпы и взялись за все направления кардиохирургии, включая операции при ишемической болезни, врожденных и приобретенных пороках сердца, также нарушение ритмов. На данный момент якутские кардиохирурги выполнили более 10 тысяч операций. В эту знаменательную дату кардиологи Якутии проведут онлайн-конференцию с участием крупных специалистов со всей страны. Мы не отстаем. У нас и все самые современные технологии усваиваются. Наши специалисты часто ездят на специализацию в центральные клиники для повышения своего мастерства. Наши земляки, конечно, как и во всем мире, конечно, на первом плане ишемическая болезнь сердца стоит. Но у нас, конечно, в отличие от других регионов, у нас поражение клапанов довольно много встречается, чем в других регионах. Это связано с профилактическими заболеваниями. С целью оказания методической поддержки педагогам республики Институт развития образования и повышения квалификации запустил ряд проектов. Первый из них – это цикл семинаров по организации дистанционного обучения. На сегодняшний день проведено порядка 50 семинаров с участием свыше 4000 учителей республики. Организация событийного дистанционного образования, проектирование примерного календарного плана – таковы в настоящее время наиболее востребованные темы семинаров среди педагогов. А для организации обратной связи для участников образовательного процесса запустили горячую линию. Номера телефонов вы увидите на экранах. Помимо этого, руководители образовательных учреждений могут подключиться к проекту «Дистанционный учитель». Если, допустим, в вашей школе наблюдается нехватка учителей, то есть вы не можете найти замену учителям, которые заболели, да, находятся на больничном, то мы предоставляем сетевого учителя, который будет обучать учащихся в дистанционной форме. Но специалисты горячей линии по методической поддержке и организации обучения в новых условиях продолжают консультирование по всем вопросам, связанным с учебным процессом, обеспечения безопасной образовательной среды. В городе Вилюйске построили новый парк отдыха. Проект «Парк Бюлюй» расположен в центральной части города, где раньше размещался спортивный стадион. Долгое время огромная территория была пустырем в самом центре, и благодаря национальному проекту «Парк Бюлюй» в местности Уолбут станет местом притяжения жителей и гостей города. С этим проектом участвовали в конкурсе «Малые города. Исторические поселения». Первый же год мы попали в финал этого конкурса в 2019 году, что обязывает субъекту уже выделять деньги из программы. То есть это обязательные требования. К сожалению, в 2020 году мы еще раз подали. Думали, может быть, все-таки выиграем, потому что на самом деле мы сейчас планируем еще раз подавать. Нет никаких ограничений в этом конкурсе участвовать. Это дополнительное финансирование. То есть мы продолжаем еще планировать развитие этой территории, потому что вот сейчас мы выделили средства только на первый этап. То, что мы сегодня видим, это первый этап. И здесь
В каждом городе мы стараемся что-то новенькое привнести. То есть, например, не просто детские площадки, спортивные площадки. Вот, например, вот этот навес, это впервые в республике мы привезли навес компании «Альбау». Это известная компания, которая производит именно интересные такие вот пространственные конструкции. И впервые в республике вот здесь опробировали в городе Вилюйске. Мы очень надеемся, что людям эта сцена понравится. В Якутии проходит неделя качества. В ее рамках Якутский центр стандартизации и метрологии проводит проверки оборудования различных организаций, оказывающих услуги населению. Специалисты этого центра выехали на станцию техосмотра, где провели проверку оборудования и аппаратуры, при помощи которой проводят диагностику автомобиля и по показаниям, которые автовладельцу выдают талон технического осмотра. Репортаж нашего корреспондента Александра Хавренко. Многие автолюбители относятся к проведению технического осмотра как к простой формальности. На самом деле, техосмотр – целый комплекс мероприятий, которые проводятся для того, чтобы убедиться в исправности автомобиля, в его надежности и безопасности. И, конечно, проводить его нужно при помощи качественного и проверенного оборудования. При использовании средств измерения, которые не прошли поверку или с истекшим сроком поверки, налагается ответственность на оператора станции техосмотра, поэтому очень важно соблюдать сроки проведения поверки. Если вам после осмотра выдали талон, и при этом они использовали средства измерения, которые не прошли поверку, этот талон уже считается непригодным, недействительным. На станции техосмотра множество различных приборов, измеряющих самые разные характеристики. От яркости фар и светопропускной способности стекол до состава выхлопных газов и длины тормозного пути. И каждый из приборов проверяет на достоверность инженеры Центра стандартизации и метрологии. Перед нами прибор-измеритель параметров света фар автотранспортного средства под названием ИПФ-01. Он предназначен для проверки и регулировки внешних световых приборов, то есть автотранспортного средства, и по требованию ГОСТ. Газоанализатор – это прибор, определяющий качественный и количественный состав газа при выхлопе. Помимо газоанализаторов у нас есть дымомеры. Он, как правило, используется при диагностике двигателей дизельных. У нас тут измерители светопропускания стекол. На каждый поверенный аппарат специалисты выдают соответствующий сертификат, а данные аппарата заносятся в единый всероссийский реестр. На каждый прибор выдается свидетельство о поверке установленного образца. На нем имеется клеймо поверительное и наклейка. Также все данные вносятся в ФГИС Аршин, это Федеральный информационный фонд. Вся информация, на которой находится в свободном доступе, то есть любой человек может зайти на сайт и посмотреть, прошел ли данный прибор поверку. Поэтому, отправляясь на техосмотр, обязательно поинтересуйтесь, есть ли на станции свидетельство о поверке оборудования. Ведь именно от правильно проведенного осмотра зависит ваша безопасность. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В Хангаласском Улусе подвели итоги улусного конкурса юных инспекторов движения под названием «Безопасное колесо». Соревновались 26 школьников от 10 до 12 лет из разных населенных пунктов района. По понятным причинам конкурс провели в очно-дистанционном формате. Команды проходили этапы в своих населенных пунктах, а жюри в составе педагогов и сотрудников ГАИ оценивало правильность выполнения заданий через Zoom. Школьники демонстрировали знания правил дорожного движения, умения по оказанию первой доврачебной помощи и навыки фигурного вождения велосипеда. Победителем стала команда из Максоголовской школы. Второе место за Бестяхской школой, третье место заняла Покровская школа номер 3. Мы по муниципальной программе приобрели призы детям. В текущем году призы были очень даже, думаю, нормальные. Это третье и вторые места получили коньки. А первое место у нас Максоголовская средняя образовательная школа, где они получили велосипеды скоростные. Мне хотелось бы сказать, что конкурс «Безопасное колесо» очень актуален. Своей деятельностью он призывает детей выучить и соблюдать правила дорожного движения. В Якутске сейчас проходит традиционная ярмарка выходного дня ИДГ-2020. Проводится она на территории Министерства сельского хозяйства по Курашова, 28. Наш корреспондент Ульяна Шагина прямо сейчас находится там и готова выйти с нами на прямую связь. Ульяна, привет! Что предлагают фермеры и много ли народу пришло на ярмарку сегодня в первый день?
Влад, добрый день. Мы сейчас находимся на традиционной ярмарке. Как вы видите, с утра здесь очень много народу, и погода, конечно же, сама тоже благоприятствует тому, что люди не спеша ходят по прилавкам и выбирают то, что им нравится. Ну, что здесь представлено, мы сейчас можем посмотреть. Это в первую очередь, конечно же, мясо в разных вариациях. Рыбы здесь очень много, и копченая, и замороженная, индигирка, юкола. В общем, здесь представлено все то, что нравится всем нам, то, что мы все видим зимой на наших столах. По ценам люди говорят, что в принципе здесь все не так уж и дорого, хотя на официальной инстаграм-страничке были отзывы о том, что цены немножко завышены. Сами же организаторы говорят о том, что вся продукция здесь поступает напрямую от самих фермеров, так что наценок здесь быть не должно. Давайте послушаем, что об этом говорят сами покупатели. Ну, нормальные цены. Мы уже не первый раз сюда приходили. Вроде нормальный. Тут представлены, я смотрю, все улусы. Мясо, рыба. Ну, как я уже сказала, народу здесь очень много. Сами же организаторы считают, что основной поток все-таки будет во второй половине дня. Соблюдены все санитарные эпидемиологические меры. Как мы видим, здесь более 20 палаток. Все они расположены на расстоянии более 1,5 метров друг от друга. Люди тоже все находятся в масках. При этом есть специальные люди, которые время от времени также напоминают покупателям о том, что все должны соблюдать дистанцию. Кстати, организаторы — это СХПК «Якутские продукты». Именно они совместно с Министерством сельского хозяйства еженедельно здесь проводят ярмарку выходного дня. Это не только ИДГ. Недавно, вот, допустим, прошла ярмарка «Рыба-2020». Также организаторы говорят о том, что и на следующей неделе ярмарка также продолжит свою работу. Так что приходите и покупайте местную свежую продукцию. Влад, у меня все. Спасибо. Это была наш корреспондент на прямой связи Ульяна Шагина с работы ярмарки ИДГ-2020 в столице республики. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте всегда в курсе. Берегите свое здоровье.